Эту власть давно надо было прогнать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете жуткие реалии, в которых мы живем, и которые никак не меняются. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого нового. Жительница Таджикистана, потерявшая мужа во время одного из ЧП на Рагунской ГЭС, говорит, что уже несколько лет не может получить материальную компенсацию от иранской компании «Сабир». Эта компания одно время принимала участие в строительстве гидроэлектростанции. Зулайха Алимахмадова вот уже 9 лет как одна воспитывает 5 детей. Бывший представитель компании сказал, что этой женщине и ее детям компенсация была выплачена. Муж Зулайха Алимахмадовой, Давуд Саидов, работал взрывотехником в иранской компании «Сабир». В 2012 году он стал жертвой несчастного случая во время строительных работ на площадке ГЭС. По словам Зулайха Алимахмадовой, суд района Исмаили-Самани города Душанбе обязал компанию «Сабир» выплачивать ежемесячно по 300 самани каждой из ее 5 дочерей, пока им не исполнится 18 лет, но компания вот уже 4-й год как не выплачивает эти деньги. До 2018 года они мне помогали. Каждый месяц я получала по 1500 самани. Но начиная со второй половины 2018 года и по сей день мне пособия на детей больше не выплачиваются, пожаловалась женщина. 3 из 5 дочерей Алимахмадовой еще не исполнилось 18 лет, и по действующему законодательству работодатель обязан по достижению детьми совершеннолетия выплачивать им пособие. Один из бывших работников компании «Сабир», который знаком с обстоятельствами дела Саидова, сказал на условиях анонимности, что вдове погибшего была в дополнение к пособиям выплачена определенная сумма, но по факту, как говорит женщина, ее не было, и при этом ей некуда податься, ведь ее государство защищать не хочет, и нигде ей помочь в этом не могут. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, кто и как должен ей помочь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Компания несколько лет назад прекратила работу на Рагунской ГЭС. Ее руководителя нет, но часть оборудования и техника находятся на строительной площадке. Если руководители компании вновь вернутся в Рагун, то вопрос с выплатой пособий для детей будет, вероятно, решен, добавил он. Зулайха Алимахмадова говорит, что она неоднократно пыталась связаться с представителями иранской компании, но несколько таджикистанцев, работавших в этой компании, сказали ей, что «Сабир» прекратил свою деятельность в Таджикистане, и все ответственные лица этой компании вернулись в Иран. Она также обратилась в посольство Ирана в Таджикистане с просьбой обеспечить соблюдение прав ее детей, но, по ее словам, ни одного ответа не получила. Алимахмадова сказала, что в посольстве ей посоветовали подать заявление в администрацию президента Таджикистана. «Я отправила месяц назад письмо в администрацию президента Таджикистана. Мне там сказали, что я получу ответ в течение месяца, но пока еще ничего не получила». Эта женщина, 5 ее дочерей снимают в Душанбе дом и платят за него ежемесячно по 600 самани. В этом доме вместе с семьей Алимахмадовых живут еще 3 семьи, и всем им дали срок до 10 марта, чтобы они освободили жилые помещения. У Зулайха нет постоянной работы, ее иногда приглашают на разовые уборки домов или квартир, а иногда и мыть посуду в столовых. Далер Курбонов, таджикский юрист, сказал 25 февраля, что женщина имеет законное право подать в суд на иранскую компанию. Суд обяжет приставов изъять оборудование компании и после продажи его на торгах выплатить оставшуюся сумму. Жалобы на то, что после несчастных случаев на производстве компании не выплачиваются положенные пострадавшим и их семьям компенсации, поступали и ранее. По данным службы по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при правительстве Таджикистана во втором полугодии прошлого года на строительных площадках в стране зарегистрировано 20 несчастных случаев, в результате которых 13 человек погибли и еще 8 получили ранения. Власти иногда связывают несчастные случаи с халатным отношением к исполнению своих обязанностей инженерно-технического персонала, с одной стороны, и безответственностью жителей и рабочих. Родственники же пострадавших считают, что к подобным инцидентам приводит халатность со стороны руководства строительных компаний и замалчивание властями недостатков в этой отрасли экономики. А как вы думаете, в чем на самом деле причина? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!